Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится до конца месяца? Что случится, что произойдет, что с вами будет до конца месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, что вас ждет, что с вами будет, что вам по судьбе. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпка готова. Мои хорошие, не забывайте, что это общая отсыпка. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Давайте начнем с этой фигурки. Это вы, и вы за собой тянете какую-то огромную тележку. Тележка набита чем-то хорошим. Это ваши результаты. Это то, над чем вы сейчас работаете, уже работали, продолжаете работать. То, что вам тяжело дается, в успех чего вы, скорее всего, не верите, либо слабо верите, но все равно продолжаете делать. Здесь тележка, ну вот несоразмерно, смотрите, это вы, и вот она огромная тележка, несоразмерно. Прекрасный результат, потрясающий результат ждет вас в конце месяца. То, что задумали, не только выполните, но и перевыполните. И ожидаемый результат, он будет гораздо больше, чем вы изначально вот прям планировали, надеялись. Вы молодец, вы своего добьетесь. Вот какая бы задача сейчас перед вами не стояла, вы своего точно добьетесь. Смотрите, вижу, что у вас тут какие-то помехи есть на пути, но эти помехи это так, мелочь, ерунда. Они вас не испугают, и они вам точно не помешают. Не тот вы человек, чтобы сдаваться, либо разворачиваться на полпути. Есть цель, есть задание, и вы идете и выполняете. Очень сильная личность. Вижу, что многие вами восхищаются, но многие так просто не умеют, как вы. Восхищаются, но есть те, кто завидуют. Вот действительно завидуют, и вот все время люди как бы наблюдают со стороны в надежде, что вот-вот вы и упадете, и руки у вас опустятся, и на все плюнете, забьете. Но этого не происходит. Да? Не могут ваши завистники этого дождаться. Дальше, чуть пониже. Здесь показывают мужчину, который усиленно пытается разжечь костер. Вот, он уже и этих бревнышек накидал, он уже и эти спички поджег. Но вот не горит. Дымит, но не горит. Смотрите, мужчина, я так понимаю, вас добивается, либо хочет добиться вашей любви. А может быть, хочет с вами помириться, договориться. Возможно, хочет вас вернуть в свою жизнь. И вот он, бедненький, старается, а ничего не получается. И так он уже, и этак, но вот не получается. Вижу, что будете мурыжить этого мужчину до конца месяца и даже, возможно, дольше и больше. То ли вы ему действительно не верите, то ли он так сильно провинился, что вы не готовы его простить. Вижу, что мужчина будет все сильнее и сильнее стараться и даже пойдет на крайние меры. Может быть, вы как раз-таки этих крайних мер и ждете. Вот он что-то такое экстра сделает, вы скажете, ну хорошо, ладно, прощаю. Либо хорошо, давай, будешь рядом со мной. Да, очень старается и пойдет на крайние меры. Но это будут прямо уже самые последние крайние дни месяца, когда он пойдет на крайние меры. Но вы ему очень нужны, и вижу, что все-таки добьется. Добьется, пусть не в этом месяце, но в следующем месяце точно он вас добьется. Так, в следующем моменте говорят о человеке, который зазнается, знаете, как зажрался, зазнался. Это может быть и мужчина, и женщина. Спеси много у этого человека.
Вижу, что человек может создавать вам проблемы, либо поведение этого человека создаст вам проблемы. И тут дилемма, как поступить. Пройти мимо, как сжать зубы и терпеть, да, сжать булки и терпеть, либо все-таки вступить в бой и человека немножечко подвинуть, задвинуть. Будете решать этот вопрос, но вопрос, я так понимаю, решится сам. Человек действительно перейдет какую-то красную линию. Человек действительно, вот знаете, как этот клуб вонючка, да, просто начнет вонять, и вы скажете, все, с меня хватит. Человек вас, скорее всего, вот своими такими действиями спровоцирует на конфликт. Себя за это не ругайте, и конфликт — это просто неизбежно. Это единственный выход из сложившейся ситуации. То есть по-другому, по-хорошему, по-доброму, по-спокойному, по-приличному человек не понимает. Тут пока на 3 буквы не пошлешь, либо пока не стукнешь, да, ничего, к сожалению, не поменяется. Вот вижу, что конфликт неизбежен. Хотя вы стараетесь до последнего держать себя в руках, до последнего не вступать в фазу конфликта. Но человек вас выводит, спеси много. Вот это гонор, эго, спесь. Вот из-за этого все произойдет. Дальше, мои хорошие. Здесь, смотрите, видите, вот этот зигзаг. Это 2 витка, которые даст ваша жизнь, ваша судьба. Один виток, он ожидаемый, и вижу, что очень желанный, вы давно этого хотели. А вот 2-й виток, он застанет вас врасплох. И даже какое-то легкое потрясение вы испытаете. Такая резкая перемена, прям неожиданно, ничего не предвещало, и тут трах-бах, да, гром и молния, и все меняется. Но по итогу вижу, что все вам на благо пойдет. И 1-й виток, и 2-й виток. Либо 2-й виток укрепит и усилит 1-й виток. Понимаете, вот как прирастет благо. Ничего не бойтесь и доверьтесь своей судьбе. Она вас точно не обидит. То, что будет меняться, даже резко, даже неожиданно, все пойдет на благо вам. Еще мужчина с палкой каких-то людей бьет. Взял большой такой дрын, палку взял и бьет каких-то людей. Бьет он их из-за вас, ради вас, либо вас защищая. У многих сложится так. Если вы в паре в браке, то, скорее всего, мужчина вас будет защищать перед своими друзьями либо родственниками. Больше, кстати, похоже на родственников, потому что тут и женщины, и мужчины. Вот. И друзья могут быть, да, тоже может быть. Вот. Защищать и отстаивать вас, ваши интересы и ваше право. Вот. Может быть, родственники берега попутали, может быть, какое-то давление на вас оказывают, может быть, как-то активно против вас выступают. И вот он принимает решение, берет палку и бьет этих родственников, бьет этих друзей, вот, чтобы они прекратили гадостями заниматься и чтобы вас оставили в покое. То есть он принимает вашу сторону, он за 4 борется, за 4, за пару, за союз, за любовь. Для вас это событие будет желанно, но крайне неожиданно. То есть вы давно, наверное, мечтали об этом, чтобы мужчина доказал свою любовь, чтобы заступился за вас, за свою любимую женщину, за свою жену. Вот. А он все мямлил, медлил и терялся. Да? И тут уже, как говорится, пришло время показать себя. И вот он делает шаг и выбор в вашу сторону. Берет палку и начинает вас защищать. Очень отчаянно и активно. Может быть, вы даже не ждали, да, что в такой форме это все будет происходить. Но будет. Это не значит, что он прямо начнет их избивать. Но очень активно будет вас отстаивать и защищать. Очень вам будет приятно. И сердечко ваше порадуется. А вы, соответственно, порадуете этого мужчину. Потому что он герой. Потому что он сделал свой выбор и поступает очень благородно. Свою любимую женщину он защищает. Он молодец. Так, еще большая лодка подплывает к вашему берегу. Лодка. Кто-то явно приедет. Здесь и один человек может приехать, и несколько человек могут приехать. Приезд этих людей сначала вас обрадует, вы гостеприимный, видно, человек, а потом станет даже какой-то немножко как проблемой, отягощением. Может быть, эти гости свободны, да, и у них много свободного времени, и они вот прям засядут у вас в доме,
да, почувствует, что вы гостеприимная, скажет: о, нам здесь хорошо, нам здесь рады, поживем. А может быть, эти люди немножечко суматоху и раздор внесут в ваш дом. То есть много людей, суета, беготня, каждому что-то надо, постоянно какой-то бардак, хлам, да, там продукты очень быстро заканчиваются, либо ваша жизнь превратится в постоянную готовку, угощение, там накрыла стол, помыла посуду, приготовила, накрыла стол, помыла посуду, да, в таком ключе. Сначала вроде как радуетесь, а потом такая: блин, ну когда же они уедут? Да. Пора и честь знать, да, ребятки, вы не собираетесь домой. Да, в таком ключе. Ну, ничего, ничего. Главное, что люди-то не чужие, да, и, может быть, такая вот немножечко разрядка вам и нужна. Так, с правой стороны. Ноги. Что-то с ногами связано. Кому-то из вас придется очень много ходить. Либо вы, может быть, начнете ходить, да, в качестве там тренировок, да, спорт, опять же, активность, да, физическая активность. Может быть, вам придется куда-то постоянно ездить, какие-то дела делать, да. Вот то вы дома сидели, либо вы, например, передвигались исключительно на автомобиле, а тут вот пешочком, ножками, да, и приходится большой километраж давать. Ну и также, мои хорошие, если у вас какие-то проблемы с ногами, с суставами, может быть, даже какие-то варикозные моменты, то здесь вам придется заняться своими ногами. И, как говорится, ну, припечет. Вот. Я, конечно, этот момент закрою, но тем не менее. Возможно, вы давно уже скипали эту проблему и думали, что как-нибудь потом займусь. Но видите, как бы ножки говорят: да, занимайся нами. Иначе будем крутить, иначе будем болеть, иначе мы тебе покажем. Вот, и так, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Может, погода меняется, так, климатические условия меняются, может быть, из-за этого. А может быть, просто вы слишком утруждаете свои ноги, при этом не заботитесь, не принимаете какие-то препараты, может, там ванночки не делаете, расслабляющий массаж не делаете, не пользуетесь компрессионным бельем, да, ну, все может быть. То есть ноги могут дать о себе знать, ну, либо ноги придется разминать, постоянно куда-то пешком ходить. Дальше, мои хорошие, человек на букву В будет сюрпризом и открытием. Это может быть и мужчина, и женщина, но человека зовут, имя, да, на букву В, может быть, фамилия на букву В, ну и прозвище может быть на букву В. И этот человек для вас как сюрприз открытия. Возможно, новое знакомство, и вы такая: ничего себе, вот бывают же люди на букву В. А может быть, этот человек уже вам знаком, но просто еще не проявлялся, да, в вашем присутствии не проявлял своих каких-то качеств, характеристик, умений, знаний, талантов. Вот. Вижу, что с этим человеком вы очень много времени будете проводить, и время вы проводите и весело, и конструктивно. То есть и развлекаетесь, и пользу получаете. Вот, хороший человек произведет на вас положительное впечатление и станет вот таким вот неожиданным сюрпризом для вас. И еще вижу, что вас куда-то позовут. Вы давно туда хотели попасть, либо рассчитывали туда попасть, и вас туда зовут. Если честно, да, вы попадете туда, куда хотели, но не совсем то, что хотели, получите. Либо вас там как-то промурыжат, может быть, толком ничего и не случится. И вы такая: ну вот и чего я туда стремилась? Да, и зачем я туда пошла? Казалось бы. Такое легкое разочарование может произойти. Ну, что не делается, все делается к лучшему. Да? Не забывайте эту истину и с ней живите. Вижу, что найдете свою точку опоры. На кого-то вы сможете действительно не только опереться, но и полностью облокотиться. Очень классное состояние, вот, что я не одна, что есть кто-то, кто поддержит, поможет, подстрахует, выручит, закроет, спасет, прикроет, да, вот в таком ключе. Опираться вы можете как на мужчину, так и на женщину, но вижу, что человек вам прям очень близок становится. Вот в моменте, когда говорит: опирайся на меня, человек становится вам очень близок. Хорошее такое состояние, настроение, и вам это здорово в жизни поможет. Найти свою точку опоры — это очень важно. Это очень важно, и это действительно окрыляет и придает сил. Вот вижу, что вы опираетесь. Даже не просто опираетесь, вы облокачиваетесь, вот полностью ложитесь на кого-то и чувствуете себя максимально комфортно в таком состоянии.
Так, еще какая-то драма развяжется, развязка драмы. Драматические события могут быть и в личной жизни, и на работе, и среди родственников. Какой-то драматический узел будет развязан. Причем страсти будут накаляться просто до состояния вот жидкого металла, а потом в один момент просто трык, и все закончится. И все такие: а что случилось, а где продолжение, а как так? Да, накал страстей резко как обрывается, как будто бы узел так раз и разрезали. Ну, что ж, бывает. Будет казаться, что все, летим в тара-тарары, все будет плохо, все закончится трагедией. И тут раз, такая пресная концовочка. Ну, хорошо, что развяжется, и хорошо, что плохого не случится. Драма уйдет из вашей жизни, где бы она ни происходила. В личном, на работе, среди родственников. Это уйдет. Накал страстей, вот это вот, знаете, доводить себя до исступления, это все уйдет, пройдет, и следа не останется. Так, а здесь я вижу, что вы будете с горочки кататься. Кататься с горочки — это замечательно, это весело, это интересно. Хорошее событие положительного характера, прекрасное ощущение вернуться в детство, почувствовать себя ребенком, беззаботным ребенком, получить максимальное удовольствие от кого-то либо от чего-то. Вижу, что катаетесь, и вижу, что прям как ребенок, да, веселый такой активный ребенок. Над вашим домом взойдет радуга. Сильный знак. Радуга — это хорошо. Радуга — это к хорошему. Хорошие события произойдут в вашем доме, в вашей семье, в вашем доме. Кстати, могут и с вашим домом хорошие события произойти. Ну, например, какая-то обновка для дома, ремонт чего бы то ни было. Прям над домом радуга. Кстати, еще этой радугой можно охарактеризовать, что дом под надежной защитой. То есть зло не пробьется, либо злу нет хода в ваш дом. Вот, ваш дом, ваша крепость. Спокойно себя чувствуете, либо какие-то проблемы в доме закончатся. Так, левая сторона. Здесь женщина пытается мужчину к себе подтянуть. Она очень хитро как-то поступать будет. Она будет прикидываться слабой, ранимой, несчастной. Больной, кстати, тоже может прикидываться. Беременной может прикидываться. И вот этим будет мужчину к себе тянуть. Здесь мужчина, конечно, не дурак, но все равно вот как бы ей удается его хоть там на несколько миллиметров, но к себе подвинуть. Вас это будет очень сильно напрягать. У кого треугольник, у кого есть соперница, здесь, конечно, такие моменты достаточно ощутимо болезненные. Но вы не спешите раньше времени нервничать. Вижу, что эта женщина максимальные усилия прилагает, а результатом пару миллиметров, да, только лишь на пару миллиметров подвинется. Какая бы она хитрая ни была, мужчина не дурак. Он все видит, он все понимает. И еще мне кажется, что мужчина ждет какого-то момента, чтобы эту женщину раскрыть. Раскрыть ее ложь, раскрыть ее этот весь обман, мошенничество. Может быть, он даже ей слегка подыгрывает для того, чтобы поскорее ее раскрыть. Смотрит он только на вас и тоже будет очень нервничать и переживать, что вы вдруг там сбрыкнете и его пошлете. Он вам что-то расскажет, либо что-то станет объяснять. Вы его послушайте, он вам не врет, он вам правду будет говорить. Послушайте его и лучше ему в этой игре помогите. Тогда вот эта соперница быстрее от вас отстанет. И еще, мои хорошие, до конца месяца вы услышите, узнаете, что вас кто-то недолюбливает. И этот человек вам прям в лицо это все скажет. Не только скажет о своих истинных чувствах, ощущениях, но и причины, да, почему вас недолюбливают. Смотрите, этот человек, то, что расскажет правду, молодец, зачет. А вот причины, почему он так к вам относится, либо она к вам так относится, за уши притянутые. Если вам кто-то там что-то говорит, в чем-то обвиняет, не спешите с этим человеком вступать в полемику, не спешите ругаться, а просто это обсудите. Может быть, человеку на вас наговорили гадостей. Может быть, человек стал жертвой обмана, мошенничества. А может быть, это какая-то ошибка. Да? Человек мог просто в вас ошибиться. И если вы спокойно с этим человеком поговорите, обсудите, я вижу, что многое может исправиться.
Ну, а если вы начнете идти от противного, то есть человек вам говорит какие-то гадости, вы начинаете в ответ говорить гадости, там слово за слово, все, поругались, разругались, разбежались, да, как бы проблему можете себе нажить. Старайтесь во всяких таких странных ситуациях все-таки добраться до истины, да, с чего все началось, почему, откуда эти претензии. Разбирайтесь, говорите, говорите, и будет вам счастье от этого, будет добро, только лишь добро. Так, еще. Вижу, что кого-то из вас будут хвалить, причем хвалить не только словами, но и как-то вознаграждать, скорее всего, да. Это может быть и премия, и может быть какая-то надбавка, может быть какие-то комиссионные, чаевые. Вот что-то вам будут давать. Сумма небольшая, но очень приятная. А у кого-то отыграется, что за долгое-долгое время впервые, кроме слов благодарности, вам еще и денежку дают. Вот, прям очень будет приятно. Так, здесь еще показан какой-то документ, которым вы будете опекаться, заниматься. И ни один порог вам придется оббить для того, чтобы с этим документом что-то сделать. Ну, либо до ума довести этот документ. Что-то важное. Может, справка, может быть, какая-то выписка, анкета, договор. Вот с чем-то будете бегать. Кстати, по поводу договоров. Устный договор с кем-то заключите. До конца месяца будет устный договор, а вот в следующем месяце уже письменно как подтвердите. Договор может быть и на куплю-продажу, договор может быть и на аренду, и на оказание каких-то услуг, да, оказание какого-то подряда работы. В этом месяце вы договариваетесь устно, а в следующем уже подписываете, ну, закрепляете подписью. Вот. И не бойтесь, вас никто не обманет. Договор действительно очень хороший, очень выгодный, и человек не отступит. Вот то, что вам будет обещано устно, там, где вы пожмете руки, это будет именно на бумаге все изложено, и вы потом скрепите подписями. На женщину мне показывают, в возрасте женщина, хитрая женщина, либо хитрить начнет. Как-то она с вами связана, это может быть и родственница женщина, может быть и соседка, может быть и подруга. Ну вот прям в возрасте ее показывают. Вот, хитрит, и вы это понимаете, но а как вам реагировать? Ругаться с ней, но она уже в возрасте. Ну, придется идти на поводу, либо делать вид, что да, вы прям верите. Но себе где-то вот так, знаете, пометите, да, такая помарочка, что вот может, способна, склонна к хитрости. Тут как бы и разочарование с одной стороны, а с другой стороны восхищение. Скажете, вот в таком-то возрасте и так мозги у нее там варят. Молодец. Да, немножко хитрит. Не могу сказать, с чем и в чем, вы все слишком разные. Но вот вижу, что это событие, оно прям отпечаток в себе несет, да, на вас ляжет этот отпечаток. Так, еще на что-то вы долго не могли решиться, но опять же с таким волнением в сердце вы на это решаетесь. Я не могу сказать, что это, но там как-то иголки, уколы, шоты, что-то вот с иголками связано, с инъекциями. Может быть, проколоть курс каких-то витаминов. Может быть, это медицинские цели. Может быть, косметология. Но вот долго вы не могли решиться. До последнего будете сомневаться. И даже вот придя в пункт назначения, все равно будете сидеть, ерзать, нервничать. Но вижу, что будете это делать. Вот что-то вам будут колоть. Напряжение очень сильно идет. Не могу понять, почему так нервничаете, но колите. Витамины, прививки, ботокс кто-то будет колоть. Ну, в общем, что-то вы все-таки уколите. Уколите, но прям нервничать будете до последнего. Еще показываю человека, который намекает вам на свои чувства. А вы делаете вид, что вы ничего не понимаете. А человек прям намекает, говорит, ну вот нравишься, хочу. Да, уже даже не намекает прямо, говорит, а вы такая, что? Кто нравится, кого хочешь? Вот, как играете с этим человеком. Но тут дилемма. Вы как-то с этим человеком связаны, вам нельзя его обижать, и вам сложно будет выйти из этого
из этой ситуации, давайте так скажем, да, потому что это ситуация. Будете крутиться, как ела, крутить, вертеть, юлить. Сложно придется, очень сложно. А я вам так скажу, чтобы не юлить, познакомьте этого мужчину со своей подругой. В прямом смысле слова, познакомьте. Женщина, она дерзкая, бойкая, отчаянная. Вот, она очень быстро этого мужчину на себя переключит. Вот, если не хотите с мужчиной там поссориться, либо не хотите какой-то конфуз получить, да, познакомьтесь со своей подругой. И все, а она быстро его на себя берет, все, переключает, и мужчина от вас отстанет. И отношения сохраните, и не рассоритесь, и неудобных моментов не будет. И подруге вашей хорошо и весело. Я еще вижу вас, и вам как-то удастся собрать разных людей вокруг себя, абсолютно разных. Разных по статусу, пол, характер, поведение, должность, звание. Прям абсолютно разные люди, и они вокруг вас собираются. Вы им что-то будете вещать, да, о чем-то будете рассказывать, какие-то наставления давать. И вот они все внимательно вас будут слушать. Они вам верят, они вас поверят, и они вот как готовы идти за вами. Я не могу сказать, где и как это произойдет, кто эти люди. Может быть, это ваша семья, да, все разные, разных возрастов, разных полов, разный уровень там, образования, знаний. Может быть, на работе, может быть, где-то в какой-то группе людей, там, курсы, спортивные занятия, группа по интересам. Но вот вижу, что все они объединяются под вашим началом. А у кого-то отыграется, что именно вас эти люди выбирают своим лидером. Ну, потому что вы идеально на роль лидера подходите, потому что вы честный человек, вам все верят, все доверяют. И вижу, что вот вы так руки расставляете, и все под ваши руки идут. Да, мои хорошие, новая роль, новые ощущения, вы лидер, и вы действительно ведете этих всех разных разношерстных людей. Вот. Если не вы, то они все заблудятся. Очень ответственно и в то же время очень как почетно получается, да, быть лидером. Вот вы лидер с левой стороны. В момент, когда вы этого не ждете, либо намеренно этого всего избегаете, вот вы становитесь лидером большой группы людей, разных людей. Вижу, что сначала будете этого страшиться, а потом прям втянетесь, а потом понравится, и все будет замечательно. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.